Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела, как ваше настроение, как ваш настрой? Здравствуйте. Тема какая? Тема про выборы. То есть у нас осталось буквально несколько дней до того дня, когда все решится по этой ситуации. Мужчины, никогда не женитесь, здоровее будете и дольше проживете. Ну, может, здоровее, но не грамотнее, это точно, да? Пришла с эфира депутатки ЕР сюда, у вас интереснее. Ну, я думаю, что да. Я сама долгое время состояла в партии «Единая Россия», поэтому я точно знаю, что там неинтересно. Там только манипуляции, махинации. И, кстати, ну, кто-то может в курсе, кто-то не в курсе. Когда я там была членом партии, приезжали технологи, политтехнологи из Москвы, обучали прям по методичке, как нужно работать с возражениями, то есть когда население что-то выдвигает, да, какие-то претензии в отношении партии, как нужно отвечать, что нужно говорить. В общем, так как получилось, что я долгое время была как шпион, сидела там, смотрела. Кстати говоря, для ведения какого-то такого, для ведения дискуссий, для правильного ведения конфликта эти знания мне тоже пригодились, потому что, пользу можно взять из всего, даже из того, что ты был членом партии «Единая Россия». Так, Паскачин извинился? Да нет, по-моему, не извинился. То есть это же человек, который в принципе не извиняется. Все, кто слышали о нем в 90-х, они все прекрасно знают, что это за человек. И, конечно, в адрес этого человека, как правило, редко, наверное. Вообще никогда никто не высказывает никаких возмущений. Как можно против бывшего такого очень, серьезного криминала что-то сказать? У людей просто страх и трепет, потому что вот эти вот страхи 90-х, они у многих людей остались, сохранились, поэтому никто ему ничего не скажет, естественно. Естественно, никто ему ничего не скажет. И вся ирония вот в том видео, которое в последнее время зачем-то вытащили, моего выпуска в начале августа, когда я якобы там лбами сталкивала. Да весь прикол в том, что никто бы лбами точно не столкнулся. Это просто нереально. Это вообще люди такого сделать не сделают никогда. Кстати, единственный Наговицын, он вступил с ним в какую-то там полемику, в какой-то диалог. И потом еще Афанасий Максим. Нет, Афанасий Максимов, он по Эверстову. Нет, никто, по Скачину ничего не сказал. Вот. Да, серьги у меня вообще просто атас. По последнему писку моды у меня уши пищат модой. Так, что, давайте, в общем, поставьте мне, пожалуйста, здесь в комментариях плюсы те, кто точно пойдут голосовать 19 числа. Или вообще голосовать. Кто не пойдет, ставьте минусы. Так, молодцы, аж 3 плюса. Супер, супер. Вот за это я вас люблю. Плюсы. Плюсы. Хорошо. Хорошо, значит, аудитория действительно собралась та, которой в целом уже многое ясно. Те, которые для себя этот вопрос уже каким-то образом вентилировали, и тем не менее вы на моем прямом эфире, и, соответственно, то есть вам, конечно, тоже было бы важно мое мнение, да, что я на этот счет думаю. Так вот, что я думаю на этот счет? Сегодня, открылось умное голосование. Иду со своей ручкой, да, именно 19 числа. В принципе, по-моему, махинации с ручками это все-таки такой немножко замороченный прикол, но, с другой стороны, ручка что? Ручка, она даже не телефон, гораздо легче, можно с собой взять.
Так вот, умное голосование сегодня открылось, и кто видел вот эти вот результаты, вот ту информацию, которую нам выдало умное голосование? Я, честно говоря, посмотрела, ну и такая думаю, что за фигня вообще? Что это за фигня? Это и есть умное голосование, что ли? То есть там написано, по одномандатному голосуйте за Федота Тумусова, а по партиям, по партийным спискам, ну там за кого хотите, только не за Единую Россию. Это вот что ли называется умным голосованием? Я думала, вот в моем представлении, я, может, чего-то не понимаю, но в моем представлении умное голосование это было что? Когда они показывают, ну, как бы потенциальный там или текущий рейтинг какой-то, да, и где они демонстрируют, что, допустим, на первом месте идет Единая Россия, допустим, на втором КПРФ, на третьем там Справедливая Россия или там ЛДПР, и, соответственно, выбирайте тех, кто на втором месте стоит, потому что у них потенциально больше шансов разбавить голоса партийные в Госдуме, да, то есть у нас же сейчас какое-то превалирующее большинство мест, это представители, это депутаты Единой России, чуть-чуть там Справедливоросы, чуть-чуть там ЛДПР, ну и как бы там чуть побольше КПРФ. А тут пишут, типа, вы что хотите, то выбирайте, главное, типа, не Единую Россию, да? А за Федота Тумусова конкретно вот написать, ну, мне кажется, это вообще ни разу не умное голосование. То есть, если исходить из этого принципа, да, допустим, что Федот Тумусов, типа, вот он на втором месте, кто тогда на первом? Черкашин, что ли? Или кто? Или вот этот ноунейм ранее Василий Николаев, который из партии «Новые люди» Путина. То есть вот это вот вообще, короче, фигня полная. И самое, что меня, конечно, тоже, да, насторожило и удивило, что вот именно люди, которые, я не знаю, каким-то образом, может быть, где-то поддерживали Навального или где-то что-то там как-то вот, ну, свою электронную почту засветили, они получили письмо, в котором была такая картинка, Навальный сидит, и там написано «Навальный в тюрьме 239 дней». То есть это может быть для придания веса вот этому умному голосованию и тому результату, который сегодня выдали. Ну, как бы мне так показалось, да? Вот, поэтому я считаю, что вот это умное голосование, которое мы сегодня увидели, это полная фигня, и ориентироваться на это вообще нет никакого смысла. Ну, потому что, в принципе, они ничего не рекомендовали. По сути, они сказали, голосуйте за Федота Тумусова, а остальное нас не волнует вообще, да? И в рамках вот этого высказывания я понимаю, что Федот Тумусов так и так, в принципе, наберет приличное количество голосов, хотя бы даже благодаря нашему дорогому Владимиру Паскочину, который сказал, за всех дебилов вообще, типа, пошлите нафиг, голосуйте только за Федота Тумусова. При каком раскладе он такое может сказать? Только при том раскладе, что этого Тумусова поддерживает в целом, ну, как бы руководство. Вот и все. А как же партия «Новые люди»? Партия «Новые люди» — это такая же Единая Россия, просто для раскола протестного электората, просто для того, чтобы отобрать голоса, ну, типа они такие модные, такие там какие-то лозунги. Это Авксентьева, которая до сих пор едет на тех своих проданных или непроданных 3 джипах, на том, что вот она была таким оппозиционным мэром. Ну, по сути же, она никогда им не была, как мы увидели. В принципе-то. Вот и все. Да, «Новые люди» — это ядро 2.0, совершенно верно. Представители КПРФ на первом в рекомендациях по России, СССР на втором. Но вот у них почему-то какие-то рекомендации-то есть, потому что, ну, значит, это означает, что КПРФ стоят вторыми, да, по списку. Дальше, соответственно, на третьем идет «Справедливая Россия», по всей видимости. А у нас в Якутии умное голосование сработало совершенно дебильным образом. Я вот, честно говоря, не на это рассчитывала. И не под это подписывалась. Вот, поэтому, если бы, допустим, мы действительно в этом проекте нашем умного голосования делали что-то, делали, и в итоге бы вот такой результат был бы, ну, я бы, честно говоря, вообще была бы просто в величайшем замешательстве, и, честно говоря, для меня это был стыд и позор. Ну, во-первых, для меня стыд и позор, в принципе, голосовать за Федота Тумусова. Почему? Потому что, ну, хотя бы, как минимум, этот человек голосовал за поправки. Я в прошлом году
весь июнь, там, май или какое время вот это вот все началась, эта активность бурная, я всю себя выложила, чтобы, ну, максимально склонить людей к тому, чтобы не голосовали за поправки, чтобы выступили против этого. И для меня, допустим, показательно, что Федот Тумусов нажал на кнопку, чтобы дать вечное президентство Владимиру Владимировичу Путину. Это, я считаю, ненормально. Соответственно, что? Соответственно, он сам себя тоже видит, наверное, вечным депутатом в Госдуме. Ну, хватит, ты уже столько сроков посидел. Зачем? Ну, что-то-то делал, ну, конечно, депутат Госдумы что-то-то должен делать, да, он же не может совсем не сидеть, и тем более ему периодически надо было избираться, поэтому для того, чтобы избираться каждый раз, он потом демонстрировал, что он что-то делал. Ну, спасибо, как бы классно, хорошо. Федоров разделил голоса. Ну, у меня тоже такое впечатление. Самое интересное, он сегодня объявил о том, что у него в это же время, как и у меня, будет прямой эфир. Ну, как бы странно, знаете, такое неспроста. Тем более они сами всегда в свое время тоже мониторили, если кто-то перебивал с ними прямой эфир. И не знать о том, что я делаю прямой эфир в это время сегодня, это, ну, как бы, ну, этого не может быть. Владимир Федоров смотрит все мои сторис, особенно рубрику «Ответы на вопросы». Вот прям не пропуская вообще, все смотрит. Поэтому не знать о том, что у меня сегодня, я еще вчера объявила, да, о том, что у меня сегодня будет прямой эфир, он, конечно же, не мог. И вот эти вот его дискриминационные высказывания вчера или позавчера, тоже в ответах на вопросы, ну, меня вообще прям очень сильно смутили. Итак. Недавно Паскачин отправлял голосовые по WhatsApp, что благодаря Путину и ЕР у нас жизнь хороша, что у каждой второй семьи имеется дом, машина, в общем сказать, что живем прекрасно. Вот это, вы знаете, меня вообще просто бесит, когда то, что обязано делать государство, приписывают Единой России. То есть, если бы в большинстве, допустим, да, у руля власти были бы какие-то другие партии, они бы делали то же самое, это их обязанность. Обязанность государства, ну вот в рамках Конституции и всего-всего прочего, да, законов, выполнять то, что они обязаны выполнять. То, что у власти в большинстве хитрым способом, подлогами, обманом, шантажом, там, чем угодно оказывается регулярно Единая Россия, это не говорит о том, что они такие прекрасные и что-то делают. Сегодня тоже мне вот сообщили, что где-то в Улусе в одном, да, в селе глава говорит о том, что если вы хотите, чтобы котельные вам включили, да, в частном секторе, вот видите, мы вот как бы до какой-то точки подвели. Если вы хотите, чтобы до вашего дома протянули, продолжили, ну тогда голосуйте за Единую Россию. Ну вот как бы нормальные это методы. Вообще, как можно доверять людям, которые шантажом пытаются пробиться? Это же, ну, это тирания в чистом виде. То есть, если ты хочешь, чтобы я тебе давал деньги, например, будет говорить муж своей жене в декрете, да, тогда давай делай так, как я тебе говорю. Да, и там какая-то форма насилия, допустим. И она будет соглашаться, потому что иначе он ее придушит. Ну, это вот примерно то же самое. И какая перспектива взаимоотношений у этой пары? Ну, никакой на самом деле. Ну, то есть для нее, для женщины. Точно так же для народа тоже никакой перспективы, в принципе. И смотрите, когда говорят о том, что все они примерно там одним этим мазаны, да, ну, по факту это так. Но какая основная идея, да? Основная идея в том, чтобы перебить вот эту гегемонию Единой России. И когда будет какое-то большинство другой партии, ну, я, допустим, предпочитаю за КПРФ, потому что у нее шансы больше, да, на увеличение в числе депутатов Госдумы, то, соответственно, может, тут сыграют амбиции уже партийные, да, то есть им уже придется не то, чтобы там не соглашаться или еще что-то, они уже смогут что-то высказывать. Они будут вступать в какое-то противоборство, и в данном случае это будет на самом деле на руку населению, потому что когда у руля только одна партия, это всегда в минус для людей. А когда между ними начнется какая-то конкуренция, да, хочешь не хочешь, это в любом случае будет точно плюсом. Так, почему-то у меня экран темнеет как будто бы. Да, наши же налоги преподносят как будто бы из их карманов. Ну, совершенно верно. Это мы
сами себе скидываемся на содержание, они просто как бы управляют этим, да, это отдадим сюда, это ВИЗ, это Ротенбергу, это вот там Путину на дворец, это там еще куда-то, ну и там людям по остаточному принципу по 10 тысяч перед выборами, чтобы они нас еще раз выбрали. Ну круто, очень хорошо устроились. Просто на страхах населения, да, на страхах людей, что им очередной год придется жить без отопления вообще. А это, на секундочку, тоже обязанность государства, потому что они должны обеспечивать вот всеми необходимыми жилищно-коммунальными условиями для проживания своих налогоплательщиков. Так... Да, хотите новую школу в селе, голосуйте за ИИР. Вот такой призыв в селе. Сельчане, конечно, хотят строительства новой школы. А знаете, вся фишка в чем? Если бы все сельчане сказали, да идите вы вообще нафиг, да, подальше, все равно бы эту школу построили. Ну, не в этом году, так через год, да. Это в любом случае. То есть это потому, что это необходимо в силу того, что, ну, дети рождаются, дети есть. Рождаемость же повысили благодаря материнскому капиталу. Благодаря всевозможным ипотекам, благодаря повышению где-то вот там в отдельных отраслях, в отдельных сферах для бюджетников, в том числе, которыми потом стали управлять. То есть это все равно как какие-то эти аванс, да, на будущие выборы. Поэтому, в принципе, количество детей рожденных – это всегда требование для строительства новой школы. И тут не потому, что вы там такие плохие или хорошие, выбрали или не выбрали, понимаете? Это вообще никак не связано. Школы обязаны строить на количество, ну вот по душевой расчет. То есть если вот столько-то детей, мест не хватает, соответственно, по стандартам, да, плюс в 2025 году вообще должна быть односменная школа. Они, в принципе, обязаны строить школы. Поэтому здесь вот от нашей галочки за какую-то их указку, да, за ту партию, на которую они указали, вообще ничего не зависит. Они в любом случае должны будут это построить. И это не относится ни к какой партии, это относится к тем делам, которые должно обеспечивать государство, к тем процессам вообще, ну, просто обычной жизнедеятельности, жизнеобеспечения. Не думала, что когда-то серьезно буду голосовать за КПРФ, но этот момент настал, до чего до людей довели. Вот абсолютно те же мысли, совершенно. Я тоже никогда не думала, что я буду голосовать за КПРФ, но как бы последние какие-то личности, которые стали там появляться, тот же Бондаренко, ну хотя как бы такая личность до конца неизвестная лично для меня, да, что он себя представляет, но опять же суть не в том, стали они лучше там или хуже, да, просто отобрать большинство у Единой России, вот и все. И да, я тоже не думала об этом. Федоров не выплатил пособие своим работникам, в частности, мужу 70 тысяч. Что скажете о таком поступке? Ну, я думаю, вам просто нужно идти, подавать в соответствующие инстанции, что это, либо трудовая инспекция, либо в суд подавать. Я здесь не могу ничего думать. И, ну, как бы это же просто утверждение с вашей стороны. Я не имею, как бы, оснований вам не доверять и доверять в то же время. Поэтому, ну, это надо решать в правовом поле однозначно. Так. Грудинина сняли, так как боятся КПРФ. Ну, в этом, да, тоже что-то есть. Может, вам надо баллотироваться на пост? Я за. Спасибо, спасибо за доверие, за поддержку. Но я, честно, я лучше буду освещать, потому что все-таки вот работа в этом направлении, это такая, знаете, сконцентрированная, методичная, постоянная, да, не зависящая от какого-то внутреннего эмоционального состояния. Я очень, очень трепетно отношусь к своему эмоциональному состоянию. Если я вдруг выпаду из него, да, то, ну, все-таки какое-то творческое начало во мне есть, я могу просто уйти в депрессию потенциально. Вот, допустим, как было с выборами мэра, когда действительно, ну, я очень хотела, я прям действительно от всей души желала, мечтала, чтобы победил Виталий Обедин, да, потому что, ну, это действительно умнейший человек, у всех есть какие-то недостатки, идеальных людей не бывает, но это была бы точно интересная кандидатура,
в качестве мэра. Но этого не произошло, не хватило буквально 4%, причем за счет там тех 3 непонятных каких-то участков, на которых вчистую выиграл Григорьев, да. Ну, окей, все, дела минувших как бы дней, поэтому обсуждать это нет смысла, но я после этого, ну, как бы у меня мой психолог диагностировал преддепрессивное состояние. Нормально? Я очень сильно как бы в эту тему вовлекаюсь, когда это для меня важно. Но я так понимаю, что, в принципе, вот эти выборы – это последняя тема, на которой вообще можно каким-то образом выложиться, потому что если мы здесь облажаемся, то все уже. Конституцию мы, как бы, извиняюсь, просрали. Я знаю, что те, которые подписаны на меня, вы голосовали так, как нужно, да, так, как действительно по совести, по морали нужно было голосовать, а именно против этих поправок. За мэра, ну, на самом деле, мы очень много дали, да, то есть отставание в 4% для человека, который активно не рекламировался, не пиарился, потому что изначально шел кандидатом Федоров, и потом осталась буквально неделя, и за неделю выдать такой результат, я считаю, это тоже круто. Ну, здесь, естественно, консолидировано, это не только мое участие, но я считаю, что я очень много сделала для этого. Игорь Назаров, Александра Копцева, да, то есть вот столько людей на ЕКТ паблик, по-моему, да, вот очень много людей действительно были в это вовлечены. Но я просто говорю о том, что я сама не планирую в этом работать, потому что я не выдержу морально, физически. Вот вы думаете, что я там просто какая-то женщина-кремень, там железо, вообще металл, но нет, я вполне себе такой человек обыкновенный. В плане эмоций, в плане истощения потенциального, поэтому эта работа точно не для меня. Вот. Но КПРФ нет доверия все равно. Здесь вопрос вообще не про доверие, здесь вопрос вообще не про любовь к кандидатам, да, нравится он мне как человек, как мужчина, ну, как человек, ладно, как человек все-таки должен нравиться, потому что Федор Тумусов, тем не менее, ну, про то, что он как мужчина мне не нравится, вообще даже речи нету, да, но как человек у меня, допустим, он действительно вызывает, ну, больше, наверное, отторжения, да, со всей этой историей, там, с теми же делами минувших лет, это вот САПИ, эти там, сколько там, 2%, да, его так называют. Ну, неспроста же его называли, и сейчас та сторона, которая поддерживает Федота Тумусова, говорит, где доказательства? Нету доказательств. Ну, простите, это было в 90-е годы, там вообще все, не то что от руки писали, просто рукопожатием, наверное, каким-то решали, и все. Интернета не было, да, некуда было вообще слить какие-то вот эти вот данные, какую-то информацию, материалы и так далее. Поэтому, ну, какие-то, конечно, нету доказательств. Все концы в воду. И все, что будет сейчас говориться об этом, это будут голословные утверждения, безусловно. Но раз об этом все буквально говорят, ну, это же о чем-то тоже, наверное, свидетельствует. Ну, окей, в принципе, у меня нет цели вообще что-то там, как бы, искать негативное в этом человеке, потому что если вам интересно, если вы этой темой интересуетесь, вы так или иначе для себя складываете какое-то представление, какое-то впечатление, да. Я конкретно, то есть вот моя позиция, я голосую по партийному списку за КПРФ, по одномандатному я голосую за Анатолия Наговицына. И сейчас я бы хотела вот пройтись по вот каким-то таким позициям, да, вот, которые выставляются ему в пику. Мол, там, допустим, что? Мол, допустим, вот человек молодой. Молодой, ну, на самом деле, не такой-то уж и молодой, в принципе, уже в достаточно таком серьезном возрасте. Плюс, да, вот когда, допустим, Федоров говорил, нет у него никакого политического опыта. Здравствуйте, пожалуйста. То есть Федоров, когда в 2002 году стал депутатом Илтумен, там, он что, или чего он там был тогда на тот момент? Илтумена, да, Илтумена. Это был 3-й созыв Илтумена. Он что, имел какой-то опыт, что ли? До этого он был каким-то рабочим, потом был ИП, да? ИП и рабочий, я не в смысле умаляя вообще важность или там сущность вот этих вот направлений, да, профессий или вида деятельности, а в том плане, что это тоже же не политический опыт. А на секундочку, Анатолий Наговицын, ну, в принципе, в политике он так-то достаточно давно, с 2017 года. 4 года уже прошло его активной деятельности политической.
Просто он, вот знаете, вот как у нас любят писать, да, когда кто-то что-то хорошее сделает и, допустим, сфотографируется, попиарится и начинается. Добрые дела должны делаться тихо. Не надо этим кичиться, не надо об этом рассказывать. Если вы хотите делать, то делайте молча. Ну, во-первых, да, этот человек все делает молча. Ну, единственное, это громко получается тогда, когда на митинге выходит и тогда, когда его садят. Ну, как-то вот так вот уж получалось, да. А другое дело, что, опять же, человек, ну, не пиарщик. Это все равно нужно уметь. Это все равно должна быть какая-то команда. Это все равно, если команда, но люди бесплатно этого не делают. Сейчас, в данный момент, я его поддерживаю, потому что это наш с вами общий гражданский выбор какой-то, да. И поэтому я, естественно, как и на выборах мэра, я все это делала бесплатно, но зачем-то меня приписывали в команду Федорова и Обедина. Я не была ни в какой команде, я просто поддерживала Обедина, потому что он мне глубоко импонировал и импонирует как человек, как журналист, как профессионал, как умный человек вообще, в принципе, да, как думающий, который может связать какие-то данные, у него это все вот как бы связано, он давно в этой теме и так далее. Все, мне никто никогда в жизни не платил. Я никогда в жизни вообще платно, я просто не могу продаться, потому что это не свобода. Для меня 3 главных принципа вообще в жизни, 3 главных ценности – это здоровье, свобода и развитие. Может, кого-то удивило, не сказав семья, дети и так далее. Это тоже ценности, но 3 первейшие – это вот эти. Потому что не будет у меня здоровья, не будет у меня нормальных взаимоотношений в семье, потому что люди будут страдать. Не будет у меня потребности быть свободной, я, наверное, буду где-то прогибаться под какие-то обстоятельства, да, это тоже ухудшит мою жизнь. Не буду развиваться, да, я буду стоять и тормозить на одном месте, потому что, мир постоянно куда-то движется. И чтобы быть актуальным, вот эта вот гибкость и развитие, они необходимы. Поэтому для меня вообще принципиально важно не получить вообще ни копейки. Даже когда допустим, была возможность взять интервью у кандидатов. Сейчас, извините, я попью, так много говорю, аж пересохло, говорю. Когда я рассматривала вероятность взять интервью у кандидатов на депутатов в Госдуму, во-первых, было всего потенциально 3 человека. Один, когда узнал, что это платно, извините, мне оператору нужно. Вы хотите попиариться на моем канале, прорекламироваться, да, то есть потому что, много людей смотрит, вы хотите заявить о своей позиции, конечно, вы должны заплатить. Это всегда так происходит в рамках предвыборных кампаний. Вы где-то напечатались, вы платите, вы где-то вас в телеграм-канале, какая-нибудь пиранья рекламирует новых людей, вы же им заплатили, вы что думаете, они бесплатно это что ли, по доброте душевной? Нет, конечно. Они всегда за это платят деньги, то есть вообще все... и, соответственно, это не мне деньги, это за монтаж и за операторскую работу, соответственно. Один не захотел. Остались 2. Я говорю, знаете, всего 2 человека, я точно не буду брать интервью, потому что это не выборка. То есть нету никакой репрезентативности вообще, в принципе, да. Федот Тумусов вообще ко мне не пожелал, он, видимо, был уверен, что он просто на коне, поэтому ему нафиг какая-то Алексеева с ее каналом и с ее интервью для ее подписчиков, для людей, которые смотрят, для людей, которые думают, для людей, которые что-то хотят определить для себя. Он, видимо, был уверен, что вообще ему это все не нужно. Потом, только после того, как я обозначила, что Федот Тумусов-то ко мне не обращался, я в телеграм-канале у себя написала, сразу они как-то засуетились, да, поздно, потому что я сказала, больше я точно не буду брать интервью ни у кого, если я сама кого-то захочу поддержать, я того поддержу, все. А мне, причем, другие предлагали двойную ставку какую-то за выпуск. Я говорю, знаете, я беру минимальную ставку для того, чтобы у меня была возможность чехвостить вас и в хвост, и в гриву, что называется. То есть вы думаете, вы придете ко мне на интервью, как к этой Николь Егоровой, и там будут такие приятные вопросы, да, или к Яне Угаровой, которая будет без конца вас наглаживать, массаж вам делать, да, нет, у меня, говорю, не так, то есть если я что-то узнаю, какие-то интересные факты или особенно негативные, я их сразу буду вам задавать в лоб, и вы, конечно, не будете знать, что это за вопросы, какие будут у меня, да, и вообще в каком месте я их воткну, может быть, вы будете сидеть расслабленно, думать, что, ой, какая у нас милая соленая беседа, а Алена-то возьми да спроси о чем-нибудь. Но в итоге я потом еще была в суете перед этой поездкой, я подумала, я не хочу вот это сейчас
в торопях что-то снимать, что-то делать, это будет скомканно, это будет не от души, как бы это будет видно зрителю, и зачем, короче, я вот без души не работаю, опять же, да. И в итоге, когда я услышала вот речь Наговицына о том, что он готов был сесть на голодовку перед Домом правительства 1, но меня это поначалу позабавило. Я подумала, что, ну, как бы, как-то смешно, хотя при этом именно вот это высказывание меня и зацепило, да, то есть я начала присматриваться, насколько вообще действительно принципиальный этот человек, хотя в целом его принципиальность, конечно, особых сомнений не вызывала в силу того, что человек постоянно митингует. Его периодически садили то на 20 суток, то на 15 суток, и тем не менее у него вот этот настрой не обламывался. Вот это для меня важно было. Молодость, опять же, да, что такое молодость? Ну, некоторые, допустим, может быть, и в 60 ума не набрались, несмотря на то, что к ним возраст пришел, а мудрость не пришла. Некоторые люди, они обладают более таким основательным подходом, и вот тот момент, где Наговицын рассказывал на интервью у Игоря Назарова о том, почему у него нету в данный момент отношений, да, потому что он говорит о том, что это очень ответственно. Я не знаю, что со мной будет, опять меня посадят, может, не на 15, не на 20 суток, а на дольше. И я как бы не хотел бы приносить вот такие неудобства, неприятности, да, для человека, с которым я свяжу свою судьбу. Я считаю, что для молодого человека это достаточно мудрое заявление, и это действительно такое взвешенное. И этот человек действительно посвящает себя политике. Потому что он вообще в целом работает в этом направлении с 2017 года. Ну вот прям так активно, да. До этого человек просто в поиске находился в силу того, что какая-то несправедливость его, может быть, возмущала. Ну и опять же, в силу возраста он, может быть, сильно в это глубоко не вовлекался, не копал. Ну а сейчас как раз-таки, набрав какого-то жизненного опыта, кстати говоря, Владимир Федоров почему-то сказал, что у Наговицына нет жизненного опыта. Слушайте, жизненный опыт есть у всех. У любого ребенка, подростка, взрослого человека, просто ты как бы посчитал, что это, ну, так себе опыт, что ли? Это что за снисходительное, такое высокомерное отношение? Ну вот в данный момент Владимир Федоров очень явно показал себя как человека, которого такой, знаете, снобистские такие заявления. У него нету жизненного... А ты ходил в его тапках, чтобы оценивать его жизненный опыт? А ты испытывал те эмоции какие-то, находясь там 15 суток в тюрьме, там 20 суток в тюрьме? Ну, в принципе, да, у Владимира Федорова тоже есть судимость. И тоже, наверное, он примерно понимает, что это такое, да, но тем не менее ставить себя вот, ну, как бы сравнивать, все люди разные, у всех разный свой жизненный опыт, у всех свои какие-то переживания, свои какие-то эмоции, свое видение мира, и вот так вот сравнивать, ну, давайте тогда сравните с моим жизненным опытом. Или сравните, допустим, я не знаю, вот с опытом кого-нибудь здесь из подписчиков, да? У кого круче? Давайте будем опытом мериться. Это вообще, по-моему, бред полнейший, дискриминация в чистом виде. Я вот по-другому это не могу назвать. Вот. И что конкретно делал Наговицын, да? Он выступал против несменяемости власти, конкретно Владимира Владимировича Путина. И, кстати, у него очень прямая риторика, он всегда называет Путина, ну, как человека, который уже действительно перегнул вообще с присутствием своим на вот этой вот арене политической Российской Федерации, что уже хватит, что уже пора как бы это... максимум 2 срока, это то, что поддерживает Наговицын. Ну, я, в принципе, согласна. Да, действительно бывает, что за 1 срок ты не успеваешь выложиться, и у тебя только начинается более масштабное видение реализации. Но все-таки это президентство большой страны, в которой, там, сколько у нас, 89 субъектов федерации, да, и это все аккумулировать в 4 года и реализовать какие-то планы, наверное, сложно. Да. 2 срока, это было бы действительно неплохо, достаточно, но дальше должна быть сменяемость, потому что, ну, это застойная кровь. Понимаете, это просто, ну, как бы, это уже токсины, и эти токсины идут внутрь, в население, это нездорово, это ненормально. С 2018 года, и вот, кстати, в рамках вот этой вот противостояния против несменяемости он провел 3 митинга. 3 митинга, это не политический опыт.
С 2018 года последовательно выступает против пенсионной реформы. Провел 2 митинга против пенсионной реформы. Это, что ли, не политический опыт? С 2019 года проводил акции по увеличению зарплат до уровня майских указов. Учителям 105 тысяч рублей, врачам 140 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу 105 и столько же для воспитателей. Ну, человек как бы действительно про социалку. Я не знаю, это просто, понимаете? Вообще самая главная фишка, знаете, в чем? Фишка в том, что депутат – это не политик, по сути. Это человек, который представляет интересы народа. Народ не обязан иметь политический опыт. Просто люди коверкают сейчас, искажают суть вот этого функционала. Функционал депутата – представлять интересы населения, которое его выбирает. А наши почему-то считают, что политический опыт – это сидеть рядом там, с представителем какой-то другой фракции, заикшаться с ним, пойти поужинать, перетереть какие-то дела, там, схемки, там, какие-то эти проекты совместные, исключительно, конечно, в личных интересах, закрепиться там на подольше. Я думаю, что Федот Тумусов, конечно, оброс связями просто, как дуб корни пустил там, и ему жалко, что вот дальше он этим воспользоваться не сможет. Вот единственная, я думаю, цель, из-за которой он туда стремится. Да, он опытный, да, но что такое, опять же, опыт? Это первое. Второе, ну как долго ты вообще собираешься вообще там быть и с какой целью, да? Ну, в любом случае, я уверена, что Федот Тумусов точно не пропадет, это раз. А второе, ну он все равно сейчас в данный момент в лидерах, поэтому зачем за него голосовать? Он и так там в нашем топе, в Якутии. Смысла тратить на него лишний голос. Понимаете? А вообще, в целом, да, я не вижу, я не могу их на одну чашу весов поставить в вопросах принципиальности, потому что, первое, Тумусов голосовал за поправки, это вообще в корне не принципиально, я считаю, да, то есть принципами тут и не пахнет. То есть у тебя была возможность воздержаться, как минимум, но ты выбрал нажать «да». Я голосую за. Плюс, я сейчас не помню где, но было видео, где, ну, в августе где-то видела и вот не сохранила себе, где Федот Тумусов идет и говорит: хватит недропользователям, надо, короче, их заставить, там, наша экология якутская, и тыры-пыры, и растопыры, да, это всю жизнь этот вопрос стоит экологический, всю жизнь недропользователи просто юзают, плюс с ним еще этот сократили НДПИ, да, то есть они вообще, в принципе, как сыр в масле катаются, и вот только в 2021 году, перед своим 5-м, там, или как там, 60-м сроком, Федот Тумусов заявляет о том: хватит. Слушайте, я когда работала в ЕТЭК, ЕТЭК это недропользователь, да, это частный бизнес, в данный момент бывший Якутсгазпром. Якутгазпром это было госпредприятие, естественно, да, его потом, ну, как бы какими-то хитрыми мутными схемами перевели в частную собственность. Да, я там тоже работала, и да, выходит по итогам тоже немножко как шпион. Потому что, ну, я прекрасно помню, как Федот Тумусов приходил в гости к нашему генеральному директору. Прекрасно помню, неоднократно. То есть ты, в принципе, так мило чай пьешь, беседуешь, приходишь в гости к генеральному директору, недропользователю, и ты, ну, ничего там с него требовать и не собираешься, вы просто мило общаетесь. И Федоту Тумусову постоянно на его день рождения, на юбилей обязательно. Это был главный VIP одариваемый. То есть вот в рамках пресс-службы, вот у меня, допустим, было взаимодействие PR, это public relationship, да, это связь с общественностью. И есть government relationship, GR. Это как бы связь с правительственными структурами. И в рамках этой деятельности было что? Подарить вовремя кому-то подарок, какой-то знак внимания оказать, да, что-то там, как-то, да. Ну, просто, чтобы компанию не дергали, чтобы не трогали, чтобы в целом все было как бы шито-крыто, хорошо, замечательно. Но и вот Тумусов был VIP, главный, одариваемый, главный человек, которому все внимание уделялось. Насколько он принципиальный? Я бы, как депутат Госдумы, вообще бы носа своего не казала ни в какой компании недропользователя, чтобы, во-первых, меня это не скомпрометировало, во-вторых, ну, как бы, какого черта, я что, другие интересы представляю вообще в Госдуме?
Я должен быть человеком, которого не подкупить никакими там подарочками, никакими там плюшками, да, ничем вообще подобным. Чистый, светлый, искрящийся, весь свечусь от идеи, как же мне поддержать свое население родное, которое меня поддержало и выдвинуло, да, и как же мне в ответ дать все то добро, которое они в меня вложили, и все эти надежды и чаяния, которые вот ими сейчас обуревают, они смотрят на меня и думают, что я что-то сделаю полезно, я обязан сделать полезно. Нет, он ходит, знакомится, общается с недропользователями. Поэтому для меня это, допустим, такой вообще очень спорный момент в части политического опыта. И как раз Наговицын, мне кажется, в этом вопросе, ну, прям кристально чист, потому что, ну, действительно, он не подкупен, он принципиален, он методичный, несмотря на все эти подножки, несмотря на все эти обломы, несмотря на все эти 15-20 суток там, или там штрафы, да, 10 тысяч, там по 30 тысяч штрафы с него брали. Несмотря на это, он все равно дальше идет, потому что, ну, вот как бы он себя в этом видит. Ну, мало ли как человек себе представляет свою жизненную миссию. Если он видит в этом миссию, это прекрасно. Это замечательно, и на самом деле мы должны этим воспользоваться. То есть, если человек может, если он видит в себе этот потенциал, и если он в целом за все это время пока ни разу как бы не облажался, ну и прекрасно, пусть он будет. И опять же, почему бы не сменить вообще, в принципе, у нас времена меняются, а сидят все те же люди, которые еще во времена Ленина, там, да, ну, Ленина, портрета Ленина, я имею в виду в кабинетах, еще в те времена что-то из себя уже представляли. То есть это же все партийная верхушка, по сути. Поэтому, знаете, ну вот лично я 100% уверена, что душой вот он мне импонирует совершенно. На тот момент, пока я не увидела интервью у Игоря Назарова, я действительно была в таком настроении, как бы, ну, блин, не знаю, непонятно, да. Когда посмотрела, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Да, и он тоже в 2020 году посвятил себя полностью работе, борьбе против вот этого конституционного переворота, но, к сожалению, в итоге, тем не менее, Россия в целом, ну, может быть, благодаря подлогам, конечно, да, всем этим, помните, в прошлом году я выкладывала эти скрины, где вообще всяко разно 1000 голосов добавляли за, и вот эти вот все фальсификации. Но когда люди приходят на голосование, это в принципе невозможно сделать. Почему сейчас и начали откреплять людей? Открепляют для того, чтобы, возможно, чтобы там, где вы изначально были прикреплены, тоже за вас проголосовали так, как нужно, да, и вы еще там на новом участке как-то проголосуете. А где это бюллетени, как они хранятся отдельно, они их вскрывают, проверяют, убирают все, что не в их кассу, да, и оставляют только то, что их устраивает. В общем, ну вот это вот все. Поэтому смысла голосовать там, я не знаю, за Единую Россию, смысла голосовать за лидера Федота Тумусова я лично вообще не вижу. Но вот просто для того, чтобы даже собственная мораль, да, и вообще чувство стыда, чтобы не мучило потом. Потому что потом людей мучают чувство стыда, когда они видят, что Единая Россия, а она не будет лучше. Ну какой есть смысл, если она насильно заставляет выбрать себя? Какой есть смысл становиться лучше, если люди так и так из-за страхов, да, из-за безысходности? Ну, конечно, я понимаю, с одной стороны, людей, у которых кредиты, которые все деньги расходуют на питание, на коммуналку, там, на кредиты, на детей, на занятия, все. Ничего нету, они вынуждены это делают. Мне очень жаль действительно этих людей, потому что, ну, правда, выбора нету. За счет этих, как бы, вот это такое жертвоприношение, по сути, да, и мы приносим в жертву же не просто себя или наших детей, мы все будущее приносим в жертву. И вот это вот страшно. А те, кто имеют возможность сходить на голосование, обязательно сходите, пожалуйста. Потому что потом вам тоже будет стыдно, когда пойдут какие-то косяки, вот эти, вы знаете, вот эти аварии, да, на объектах недропользователей, потому что они получили госимущество, которое в советское время построили, поддерживали, и они на этом резерве перли с 90-х вот, до 2020 года, и посмотрите, что началось. Бесконечные аварии, бесконечные прорывы, потому что они не вкладывались в капитальный ремонт или поддержание этих заводов, этих гидроэлектростанций, да, вот этого всего. Им это не надо было, потому что они сверхприбыль просто себе забирали и все.
И вот эти вот аварии потом, кто пострадает-то в первую очередь от них? Конечно, обычные люди. И вот тогда вы задумаетесь, какого черта я проголосовал за Единую Россию. Может быть, что-то изменилось бы, да? Может быть, произошел бы какой-то перелом. Поэтому, вот, знаете, я, честно говоря, не верю ни вот этим результатам умного голосования, которые сегодня пришли, да, это, ну, действительно полная фигня. Кроме того, когда, допустим, вот опять же говорят про Наговицына, да, про то, что вот, не про Наговицына, вообще, вот я сегодня увидела пост одной женщины, женщина-тортопек, ну, как обычно у нас тоже, тортопеки начинают активизироваться тоже перед выборами, и она говорит, что, в общем, основной ее посыл, слушайте, люди как бы жили и жили, да, вот с каждым годом мы все лучше живем, мы там то, мы там все, ну, блин, естественно, но ты не сравнивай, насколько мы лучше живем и насколько весь мир, допустим, лучше живет. Если людям угрожает, что сравнивать город с селом тоже вообще нельзя категорически, да? Если людям угрожает, что мы не подведем котельную, вы будете дальше дровами печку-то свою топить, это не лучше мы живем. Это очень даже плохо, что в 2021 году даже котельную подвести, это прям целый шантаж. То есть не то, чтобы там люди говорят, так, до каких пор это будет происходить? Нет, это не так. Когда нам проведут котельную? Ну вот когда проголосуете за Единую Россию, тогда и проведем. Это что ли мы лучше стали жить? И вот эта вот женщина-тортопек, она говорит, что там смысла как бы? Ну, мы и так уже нормально живем. У нас и так все стало хорошо. Неужели вы не видите? От того, что меняется власть, люди-то от этого как бы, ну, как жили, так и живут, и причем стали лучше жить. То есть она гасит электорат, она сушит эту явку, которая явно на руку Единой России, ну и всем прочим, да, кто в этом заинтересован. И просто, ну, а зачем ты вообще, вылезла как черт из табакерки, хотя на это она как бы указывает про депутатов, якобы они появляются там, откуда ни возьмись, перед выборами. Совершенно верно. Большинство появляется только перед выборами, даже тогда, когда они депутаты действующие. Только перед выборами просыпаются. И вот этот, допустим, Наговицын просто в силу того, что у него нету пиарщика, нету рекламщика, нету продвигателя какого-то там, да, ну, такой серьезной команды, несмотря на то, что он постоянно что-то делает, да, люди тоже не знают, что он что-то делает. Вот и все. А на выборы ходить необходимо обязательно. Это просто гражданский долг. Это вот просто гражданский долг. Я говорю, я когда смотрела фильм 98-го года «Вам письмо», с Томом Хэнксом и... Неважно, забыла актрису. И там два персонажа, да, встречаются в кинотеатре, девушка приходит с опозданием, парень ее там сидит уже в кинотеатре, ждет ее, она говорит, что я успела, не успела? Он говорит, да, буквально вот только началось. И он ее спрашивает, ты на выборы сходила? Она такая, конечно, сходила, ты что? Ну, то есть, это вообще глупый вопрос, уточнять у человека, сходил ли он на выборы в Америке. Потому что это действительно возможность свою как бы волю изъявить, чего вы хотите. А когда у народа нету воли, конечно, с ним хочется что-то сделать так, как вообще заблагорассудится этому тираническому уму. Поэтому я вас прошу, обязательно проведите работу среди своих близких, родственников. Просто пускай идут, за кого хотят, за того и голосуют. Я не предлагаю вам, знаете, сходиться прям в бою и отстаивать вашу позицию или еще что-то. Просто пускай люди сходят и проголосуют, потому что это всегда важно. Это всегда важно. И люди, которые вам говорят, нет смысла ходить голосовать, это те, кто участвует в сушке. Везде требуют открепления от родных. Старики все горой за ВВП, но часто вижу, как по помойкам смотрят что-то съестное или одежду.
И почему-то нет у них понимания, что единовластие – это прямая связь с уровнем их жизни. Но у людей вообще, у многих очень большие проблемы с причинно-следственными связями. Да? Это причем видно по всем моментам, по всем сферам, по финансовым, там, по взаимоотношениям, по, допустим, гражданской позиции какой-то. Они не связывают, что вот это вот как бы оно потом глобально делает круг и возвращается к тебе в виде там каких-то новых налогов, в виде новых каких-то там понижений, сокращений, оптимизации и так далее. Да? Это же все одного поля ягоды. Это же все события, как бы звенья одной цепи. Да, люди не связывают, на это нужно какой-то, видимо, кругозор и масштабное мышление иметь, плюс критическое. Ну, к сожалению, не все этим обладают. Быть бездетным, как будто быть ущербным в нашей стране. Нет, быть бездетным – это быть независимым. Когда у вас есть дети, вы зависимы, поэтому государству важна рождаемость, потому что, ну, это как бы в рамках геополитики, это количество людей проживающих. Это всегда показатель силы, да? Это всегда показатель позиции страны, государства на мировой арене. Плюс ко всему, это зависимое население, которое, ну, понимаете, одинокие люди, они меньше болеют, потому что они меньше эмоционально растрачиваются, у них меньше стресса, меньше суеты, где бы заработать копейку, да, как бы это все еще размазать по бюджету семейному на месяц, они не переживают, они не стрессуют от того, как же у сыночка дела в школе обстоят и насколько плохо, хорошо ребенок сдал контрольную, да, ну, нету всего этого. Они думают за самих себя, они не думают за всех членов семьи, еще и за свекровь, которая живет вместе с ними, на которую надо тратиться, понимаете? Это очень выгодно вообще. Такие люди чаще болеют, да, то есть под них, соответственно, ну, держится медицина, и опять же, это все как колесо, оно так заверчено, это очень удобно, это очень выгодно, это прям круто, да, то есть, ну, не было бы всего этого, не было бы мат-капитала. Так. Водный закон, ограничения будут сняты? Ой, это вопрос не ко мне, не могу сказать. Вообще нет желания за кого-либо голосовать. Я вас прекрасно понимаю, но надо за кого-то проголосовать. Поэтому вы должны в любом случае свой голос отдать. Посидите, подумайте. Но это такое на самом деле в рамках всей жизни не такое уж глобальное мероприятие для каждого отдельно взятого гражданина. То есть вы, ну, садитесь, хорошенько взвешиваете все за и против, выпишите для себя плюсы и минусы, или выпишите для себя, что вы ждете, ну, так вот, как бы по минимуму от этого человека. Потому что если он не колышет вообще, ну, никакие поверхности, то нафиг он нужен. А вот этот политический опыт самый, да, который люди имеют на данный момент, это просто такие компромиссы, издержки, уступки, договоренности. Я считаю, что это вообще на самом деле очень плохая тема. По сути, она пахнет коррупцией. Политический опыт на данный момент это равно коррупция, на мой взгляд. Какими будут ваши конечные рекомендации, за какую партию и за кого одномандатника голосовать и обосновать предложение? Так, ну это, видимо, вопрос уже давно был, потому что я обосновала, почему я голосую за Наговицына, да, за то, что это принципиальный человек, за то, что этот человек давно в политике, за то, что этот человек, он, да, не показушничает, не пиарится, не это самое, не рассказывает, не расхваливает себя, и его, естественно, никто пиарить не будет со стороны. Но человек все равно методично, целенаправленно идет, и делает, и делает. Меня лично это подкупает. И когда, допустим, да, делают акцент на то, что вот такой брутал Григорьев, мужик такой, хозяйственник, приходит, да, к рулю власти городом, типа бабы все обоссутся и обязательно за него проголосуют. Женщины, голосуйте вот этим вот местом, пожалуйста, да. Вам, в принципе, этот куш не перепадет ни в каком случае. А называя, допустим, того же Наговицына фриком, знаете, я думаю, что на фоне коррупционеров, на фоне вот этих 5 друзей, на фоне всего этого, да, лучше быть таким фриком, потому что человек действительно честный, принципиальный, и нынче это фриковость.
А когда ты, допустим, в свои 30 лет мечтаешь попасть в министерство, потому что на какую-то распильную тему ты обязательно попадешь, вот это почему-то у нас не фриковость, это у нас считается, знаете, ну, такой предприимчивость, да, полный переворот с ног на голову. Вообще, вы представьте, что вообще происходит. Мы оправдываем воров, типа, ну а что, типа, любой бы, кто оказался на их месте, так бы поступил. Нет, нет. Я бы, если бы оказалась на их месте и решила бы так поступить, меня бы просто психосоматика уничтожила бы. Я бы себя съела бы изнутри. Мне мои принципы моральные вообще не позволяют вот таких вещей. И вот это вот я, допустим, обнаружила в Анатолии Наговицыне, и поэтому для меня это точно, ну, такая родственная душа, да, с точки зрения вопросов принципов. Другие были кандидатуры, но на данный момент почему-то вот уже что-то такое родственное немножко развязалось. Хотя, тем не менее, люди продолжают мне импонировать. Все решит явка. Чем выше явка, тем меньше процента Единой России. Абсолютно. Супер важно наше участие, это 100%. Эфир я сохраню, да. Эфир я сохраню. Более того, я его выложу на YouTube, поэтому обязательно его рассылайте, пожалуйста, среди своих знакомых, среди своих родственников, вообще во все WhatsApp-группы, в которые вы пожелаете. Я говорю, это последние, по сути, выборы. Да? То есть я, конечно, думала, что поправки к Конституции – это последнее, что может быть, но… Ну, депутата Госдумы, да, тоже нужно выбрать такого. Вот лучше пускай он будет фриком. Потому что это человек, который не будет ни с кем якшаться, он не пойдет в рестораны в ближайшем околотке тратить свои деньги, он будет просто работать, я в этом абсолютно уверена. И мне, допустим, вообще дико не нравится вот эта вот тема, где Василий Николаев говорит, я буду отдавать свои деньги на благотворительность. Нафиг! Ты должен пахать в поте лица и кормиться нормально, заниматься спортом, да, снимать жилье какое-то, обеспечивать свою семью, потому что, ну, блин, ты в Госдуме, ты там должен в поте лица пахать. Ты будешь сейчас раздавать людям, что ли? Да это вообще мертвому припарка вот эти вот деньги. В любом случае всю зарплату не отдашь, да даже если всю, это вообще ни о чем. Когда люди сами собирают там миллионы на операции, потому что у них онкология запущена, ее не отследили вовремя. Когда люди, допустим, погорельцы собирают вещи, каждый день что-то происходит. Не хватит ваших денег, Василий. Ваших денег не хватит. И как надолго вас самого-то хватит? Вы потом в конце концов просто себе корону такую взрастите. Я же им деньги свои отдаю. То есть прям отрываю от сердца. А они такие неблагодарные. Все просят и просят, и просят, и просят. Вы потом начнете устраивать кастинг, кто более достоин, кто менее достоин. Это очень плохая дорожка. И вообще не надо людям давать рыбу, надо давать удочку, а вы вот козыряете своей зарплатой, которую вы будете раздавать. Да вы через полгода сдуетесь, вы не будете ее раздавать. Потому что люди передерутся из-за того, вы вот просто вот где будет реальное столкновение лбами, да, причем простого населения. Сколько будет обиженных людей, которые не получат от вас деньги? Вы прикидывали вообще это? На перспективу как бы смотрели? Вот еще один человек, который не видит причинно-следственных связей. То есть какая будет последовательность событий. Я ее вот сейчас вам просто вангую бесплатно, да, что называется. Вот так вот и будет. И вы в глубине души будете думать, вот быдло поганое, да, еще и неблагодарное. Я такой хороший человек, а они вот такие неблагодарные твари. Вот, ну, просто это 100%, потому что не делай добра, не получишь зла. Не надо людям помогать напрямую из собственного кармана. Вас не для этого вообще пытаются выбрать. Кандидат должен работать, и за это он должен получать зарплату, которая ему начислена на данный момент. Хотите что-то поддерживать, выберите какой-нибудь один приют с собаками, с кошками, там, или, я не знаю, допустим, приют для семей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. И ежемесячно вот туда отчисляете. А вот это вот я буду всем давать. Ну как бы, понимаете, конечно, да, можно играть этим, да, какие-то более классные эти источники, куда это направить можно, выбрать, да, вот как я сейчас сказала, это более грамотный подход. А просто сидеть, раздавать что? Вы потом будете нанимать человека, который будет выбирать, или будете сами выбирать, сидеть и разговаривать со всеми? Вы устанете
А вам, вообще, депутатам нельзя уставать, они должны в поте лица работать. И я вот поэтому считаю, что Наговицын как минимум вообще идеальная кандидатура для депутатства в Госдуме. Я прям так и вижу его, как он будет прямо, открыто выступать и говорить. Это же будет круто, вы понимаете? Люди, как минимум, тоже будут, ну, которые смотрят это, будут думать, о, нифига, все-таки Якутия вообще прям крутые, да? То есть вот они какого чувака послали-то? Яйца нужны не визуальные, вот эти вот там Сымыт за Григорьева, да? Не вот это нужно. А вот действительно тот человек, который принципиальный, потому что принципиальность это равно действительно, человек сказал, человек сделал. Вот они где, яйца. Артисты наши, спортсмены агитируют голосовать за Черкашина. Ну, артисты, спортсмены, это же люди все с низкой убитой самооценкой, как правило. Они, как правило, подневольные. И им страшно, ну, сопротивляться. Я, честно говоря, не знаю почему, потому что они могли бы быстро между собой договориться и устроить протест и сказать, так, не трогайте нас. Мы-то вообще-то, да, люди, которые дарим радость народу. Отстаньте от нас, мы от вас не зависим. Но они зависимые, поэтому, к сожалению, вот так вот. Еще не очень умные, как правило. Неужели на самом деле они за ИР или их так просят? Их так просят. Их даже не просят, им говорят, сделайте так. Шаманы эти все, они же ручные. У них консультируется правительство. Но я просто не могу понять, почему, допустим, Айсен Николаев никак не может найти себе адекватного консультанта, который хоть раз бы ему подсказал, где как правильно улыбаться, где вообще правильно резать ленточку, куда не суваться, потому что людям это не понравится. И вообще, что делать с пожарами? Почему никто его никак до сих пор не может нормально проконсультировать-то? Вот меня прям бесит это. Столько денег тратится на весь этот пиар, миллиардные суммы. Миллиардные суммы тратятся на пиар Айсена Николаева и правительства, но тем не менее выхлопа ноль вообще, ну полная стыдоба. Спасибо за ваш ответ, уважаю вас, у вас очень ответственная светлая миссия. Mental health is the most important thing in the world. Ну да, так и есть. Артисты, спортсмены кормятся от провластной партии. Эджи и Дора всегда рекламируют власть. Вы разве не заметили? Ну это у вас уже диалоги между собой идут. Так. Игорь Бугаенко, давайте вы все-таки будете уважать чужой эфир, тем более, что я высказала, за кого я буду голосовать, и вот это вот то, что вы делаете, не очень этично. Обеден сейчас за СРЖ. Что на это скажете? Ну, они же, в принципе, вполне себе конкретно, прямо все сказали. Поэтому зачем я буду пересказывать? Вы все прекрасно видели в прямых эфирах, где они сообщили, почему, по какой причине они с Федоровым поддерживают справедливую Россию, и конкретно Федота Тумусова. Я говорю, я к Обедену из-за этого хуже относиться не буду, ну, как к человеку. Просто в данный момент у нас представления разные о том, что такое хорошо и что такое плохо, как правильно, как неправильно. Почему за КПРФ? Еще раз говорю, потому что это вторая по лидерству, по представительности в Госдуме, ну вообще в любом, в принципе, в любом парламенте, любого субъекта федерации, если вы возьмете КПРФ, они как бы вторые. Если усилить их позицию, то тогда гегемония Единой России сокращается, она уменьшается. Вот такая логика. Я не говорю, что я прям люблю КПРФ там всем сердцем и от всей души. Нет, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что просто здравая логика как бы мне подсказывает, что нужно голосовать за КПРФ. Алена, спасибо вам за активную позицию, неравнодушное отношение, справедливость и честность. Так, неравнодушная Алена. Так. Сейчас, чтобы Данчикова стала депутатом, нужно за ИР голосовать надо, говорят. Знаете, Данчикова, честно говоря, мне жалко, потому что как зампред, это был очень хороший зампред на самом деле. Она очень сильная как руководитель, но как депутат, тем более отправленный в Госдуму в ссылку, ей просто, по сути, как бы, ну, типа, все, хватит. Мы не хотим, чтобы дальше был вот этот руководитель. Видимо, ну, ее принципы руководства, они уже не соответствовали тем, которые
которые произошли в Доме правительства, и просто, просто ее туда скинули. Вообще, вот как руководитель, как вот зампред, она была прекрасным, я считаю, да. Ну, конечно, у всех есть свои какие-то недочеты, это, понимаете, это такая работа, где ты не можешь не ошибиться, но как депутат она просто никакая. И я понимаю ее ощущения, потому что человек выкладывался на ниве правительственной работы, а это ссылка, по сути. Это, по сути, для нее это была ссылка. Ей это неинтересно, и она этого не хотела. Поэтому она, и как единорос, естественно, она голосовала именно так, как требовалось партии. Поэтому в этом однозначно, конечно, минус. Поэтому если за ЕР, то да. Наговицын смело называет вещи своими именами. Абсолютно. Вот это мне всегда импонирует в людях, когда они начинают рака за камень заводить, как-то пытаться что-то обойти, конфликт. Понимаете, иногда конфликт важен, да? Лучше в лоб заявить, как есть, и все. Вот как с этим Самарат Блас. Ну, что бы я бы дальше молчала, чтобы что? Чтобы продолжать потом. А люди, оказывается, очень хорошо его знали. Говорит, постоянно бухой ходит, постоянно обсирает свою жену, свою свекровь там всячески, да. Всю жизнь в университете, пока учился, приставал к девушкам, типа, да, то есть вот это вообще что? И человек вот это читает морали, ну как бы хватит уже фейков на нашей площадке блогеров, да. Мне просто стыдно, что вот это вот тоже называется блогерством. Так, Тумусова, Данчикова на пенсию. Я вам говорю, слушайте, ребята, они уже, у них есть все. У них есть миллионы недвижимости, у них есть те же самые связи, опять же, да, они точно не будут, вот как наши с вами бабушки, дедушки, где-то прозябать, да я вас уверяю, ни в коем разе. У них все будет хорошо, и все в шоколаде. Прям как будто бы они какую-то прям корову проигрывают. Да, уйдите, действительно, освободите место, ну хватит уже. Так. Я вообще отстала с вопросами. Я их зачитываю, но, видимо, это еще минут 20 назад написанные вопросы. Что вы думаете насчет рекомендации умного голосования? Я уже ответила на этот вопрос в самом начале, поэтому можете потом в записи этот эфир пересмотреть и сделать выводы, что по поводу этого умного голосования. Ну, прям так, вкратце скажу, что это фигня полная. Зачем нам голосовать за кого-то, кого предложили, посоветовали? Держите своего мнения и все. Да? Да. Эфир сохраню. Так. Тумусов же гарантированно проходит по списку «Справедливой России». Кстати, на втором месте там идет Марина Ким. Ничего не хочу сказать плохого про человека, потому что лично ее не знаю, но в целом, как бы, послушав ее, она производит впечатление не очень далекой женщины. И вот эти вот договоренности, благодаря политическому опыту, чтобы женщина, некогда любимая или, может быть, сейчас любимая Дерипаски, оказалась в Госдуме, простите, что это? Какая принципиальность здесь есть? Вы можете представить себе, чтобы Наговицыну телочку какую-нибудь навязали, сказали, так, давай вместе с ней идите, представим, что Наговицын, допустим, такая же фигура, как Федот Тумусов, да, и ему говорят, вот есть клевая телочка, я с ней мучу, да, вот ты возьми, я тебе за это денег заплачу, или там что-то еще тебе за это будет. Просто так же это не делается. Или там, ладно, хорошо, это не конкретно Тумусова касается, что ему что-то там предложили. Или... Вообще партия конкретно в этом вопросе, она такая не очень принципиальная. Умное голосование, не в курсе ситуации в Якутии. Да, совершенно верно. Вот вы о том же пишете. Так, ладно, я отматываю все вопросы, которые были выше, потому что действительно я что-то отстала от ваших вопросов. Давайте посмотрю в конце, что вы задаете. Это будет более актуально. Ой, сколько вопросов. Так. Кто пихает Луцкана? Мы, медики, не можем разгадать этот ребус. Есть очень много толковых и смелых, мечтающих изменить медицину. Луцкан к Путину ездил в прошлом году, если вы помните.
Мы не можем выбирать кандидатов в честной конкуренции. Да, кстати, вот честная конкуренция — это тоже одна из таких вот основных тезисов, да, программы Наговицына, что вот он прям тоже всегда ратует за честную конкуренцию. То есть вот это превыше всего. Ну, хотя голословно, я думаю, заявляют об этом все абсолютно. Абсолютно все об этом заявляют. Но из его уст это мне кажется куда более таким искренним. Они думают, что пиар — это их кринжовые таргетинговые рекламы в инсте. Так, по-моему, я на все вопросы ответила. По-моему, на все вопросы ответила. Просто этим маленьким копеечным жестом пытается охватить всю структуру так называемой нуждаемости. Абсолютно верно, да, это вот про Василия Николаева, я тоже считаю, что это просто на больное. Каждый, кто сейчас нуждается, ну, в какой-то поддержке финансовой, кому на что-то не хватает, ему кажется, вот я так страдаю, мне так больно, даже если он не мне даст, ну, хотя бы кому-то, кто также страдает, а по факту, это, ну, как бы это не есть нормально, потому что вообще потенциально, кармически неверно, некорректно, когда один человек другому помогает деньгами. Это неправильная ситуация. Человек рождается в этот мир для того, чтобы справиться со всем, что ему выпадет. Человек — это звучит гордо. И когда люди впадают в состояние вот этого анабиоза и зависимости, что им нужен кто-то, кто даст денег, да, или, допустим, конечно, Алена, у вас муж, да, при чем здесь это? Я и без мужа прекрасно жила. Финансово я имею в виду, да. Каждый в состоянии работать, но для этого нужно развиваться. А когда тебе лень развиваться, конечно, тебе хочется, чтобы какой-нибудь там потенциальный депутат или кандидат тебе просто тупо отвалил денег. А дальше-то что? Ты же не научился их зарабатывать, ты не научился выстраивать коммуникацию для того, чтобы грамотно пройти собеседование, устроиться на работу, повыситься по карьере. Ты всего этого не умеешь, тебе просто дали подачку, ты ее съел и все, и она кончилась. Удочки у тебя в руках нету, но каждый человек потенциально может, и это нужно в себе развивать. И создавать все условия для того, чтобы это было. В том числе делать свой правильный гражданский выбор, а не потому, что на тебя надавили. Так, все, окей, хорошо. Времени уже свыше 1:15, по-моему, мы разговариваем, да? И, ну, судя по вопросам, я смотрю, что там примерно одно и то же, кто-то просто поздно присоединился, поэтому вы, если вам действительно важно, я надеюсь, что вам действительно важно, это не будет большой тратой времени, если вы посмотрите, пересмотрите этот эфир до того момента, как вы подключились, и вы будете 19-го голосовать. Неважно, как вы будете, я вам просто привела аргументы, почему я считаю нужным голосовать за КПРФ и почему я считаю нужным голосовать именно за Наговицына Анатолия. Я не настаиваю, я не давлю, это ваш абсолютно выбор. Я уважаю вас как людей, которые думают, мы все разные, у всех свое представление, да, но логику вот эту вот я вам постаралась донести и объяснить. Вы посмотрите, если она вам тоже покажется, ну, такой действительно адекватной, да, будет здорово, потому что все-таки выдать какой-то максимум, это именно то, что изначально вообще предполагалось в рамках умного голосования. Но то, что мы получили сегодня, это, ну, полная фигня. Поэтому комментарии вы сможете еще какие-то вопросы задать под видео, я его выложу в IGTV обязательно сейчас, также я его сохраню и выложу у себя на YouTube, надеюсь, у меня все технически получится и нигде ничего не подведет техника. Вот, и, соответственно, ну, я вас очень прошу, рассылайте. Наверное, ссылку на YouTube будет удобнее рассылать, поэтому, ну, кто подписан, тем придет уведомление о том, что на канале Алексеева Лайф новое видео. Я так мало снимаю в последнее время. Вообще нет ни времени, ни поводов даже как таковых, да. Потому что трэш, происходящий в нашем городе, в республике, я, честно говоря, уже устала освещать. Хочется все время какие-то, ну, интересные и положительные события, но все не цепляет как-то абсолютно. Вот. Эти артисты, которые сняли ролик, восхваляющий Илдархана, фу, я чуть не обливалась вчера, когда
видела его. Ну, это, честно говоря, ужас вообще. Просто трэш. Театр эстрады. Да, Татьяна Чаранская. Это, конечно... Ну вот, это тоже очередная несвобода, да, это люди подневольные. То есть я думаю, кто-то, наверное, сверху из Министерства культуры или откуда-то дал указание, снимите-ка вон там что-то, да, и пускай это будет преподнесено так, как будто люди снизу его вот прям восхваляют, как-то так, да. А выглядело, конечно, очень нелепо, ну, такое себе. Так, ну, окей. Спасибо, хороший эфир был. Спасибо, я рада, что вам понравилось. Я рада, что вы такие неравнодушные. Я очень хочу, чтобы мы все с вами были неравнодушными. И да, меня вот недавно, конечно, этот паблик, который сделал отрезок из моего выпуска, да, про Паскочина, вот просто без контекста взял и вырезал, вставил. Ну, я понимаю, людям нужен просмотр, да, вот эта вот вся тема, как бы, это одно. А вы вот читали какие там комментарии? Это же просто трешак. Я вот представляю, что вот эти люди, они действительно рядом где-то, им вообще плевать, они не пойдут голосовать, они там что-то, да, ну там 300 комментариев где-то было. Я думаю, что посмотревших этот эфир будет больше, и вы, ну, точно перекроете то количество голосов, которое потенциально может не пойти. Вот, ну хотя бы как минимум давайте покажем, да, что вот город, он все-таки держит марку и протестности, и адекватности, и того, что здесь живут думающие люди, которые думают не одним днем, а на перспективу. Ну все, я тогда завершу это своей коронной фразой из моего YouTube-канала. Меня смотрят думающие люди. Сделайте, пожалуйста, свой правильный выбор. Обязательно придите голосовать 19 сентября. Отдайте, пожалуйста, вашей родине свой гражданский долг. И до новых встреч. Посмотрим 20 сентября, что же будет. Все, всем пока. Я пойду отдохну, прям полежу, выдохлась за этот эфир.